На одном из рынков Казани выставленные на продажу срубленные елки так и стоят стройным рядом. Люди идут стороной, торговля стоит. Почему живые не берете? Потому что жалко. То, что их срубают, а потом куда их? Как отмечают в Минлесхозе, спрос на живые елки начал падать еще несколько лет назад. В этом году лесничество Татарстана заготовили на продажу более 9 тысяч елей. Это на 20% меньше, чем годом ранее. Тенденция идет к тому, что люди больше покупают искусственные елки, искусственные сосны и искусственные новогодние украшения. Вот этот, например, в прошлом году было 1500, 1300, в этом году уже 3000. Искусственные елки в этом году подорожали чуть ли не в 2 раза. Как говорят продавцы, так российский рынок отреагировал на пандемию. Меньше завезли из Китая. Продажа вообще упала на 80%. Люди приедут, хотят покупать, цена очень дорого, обратно вернется. Выход из этой новогодней дилеммы уже нашли в ряде городов страны. Так в Москве набирает популярность сдача живых елок в аренду. Деревья не рубят, а доставляют клиентам в катках. После праздников елку забирают, и потом ее можно высадить. Понятно, что экология, зачем елку рубить, если можно ее использовать в горшке. И сама модель временного пользования, зачем покупать то, что понадобится тебе какие-то пару-тройку недель, может быть, месяц. Никаких штрафов не предусмотрено, если елка погибла, мы просто забираем сухое дерево. Как говорят татарстанцы, таким хвойным ноу-хау они бы воспользовались. Потому что так покупаешь, а потом ее не знаешь, куда утилизировать. Да, он если не испортится, тогда еще можно такую. Живая елка лучше, чем искусственная. Это, и настроение другое, новогоднее, и детям, и запах елки чего стоит. Как отмечают в Минлесхозе, если наш рынок созреет, такую аренду в Татарстане могут наладить и они, хотя попытки уже есть. Некоторые сайты предлагают живую елку в аренду. Дмитрий Аринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.